Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Программа льготного лизинга и развития IT-отрасли. Айсан Николаев озвучил ряд предложений российскому премьер-министру. Уроки в школах Якутии с 1 сентября начнутся в традиционном формате. Мы расскажем о готовности учебных заведений. И 5 месяцев простоя тренажерных залов позади. Что изменилось в фитнес-центрах после снятия ограничений. Лизинговые программы и развитие IT-отрасли. Айсан Николаев выступил с предложениями на заседании правительственной комиссии в Благовещенске. Ключевая инициатива, озвученная главой региона, связана с госпрограммами льготного лизинга. Они нацелены на обновление водного транспорта и воздушных судов. Кроме того, глава Якутии предложил создать цифровую территорию опережающего развития, основными целями которой станут создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса. Российский премьер Михаил Мишустин, под председательством которого проходило заседание, положительно оценил предложение лидера Якутии. Александр Сергеевич, как всегда, очень комплексно, много предложений сразу же по налогам. Значит, они не могут не вызвать некоторые вопросы, но я просто про режим айтишный скажу, что это непростой маневр. Президент его поддержал, и, в принципе, там очень много выпадающих. Это уникальные условия. По самолетам, да, здесь такие поручения будут даны. И с нами был здесь в поездке Игорь Иванович Борисов. И, пожалуйста, соответствующие свои предложения сформулируйте, направьте. Спасибо. Конечно, вопросов очень много. Мы отдельно рассматривали вопросы газификации Дальнего Востока, вопросы, связанные с балансированностью бюджетов. Уверен, что вот проведение таких мероприятий здесь, на Дальнем Востоке, очень важно. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие позволит нам продвинуться по ряду направлений достаточно вперед. Я рад, что он поддержал мои предложения по IT-отрасли и сказал, что именно ребята, которые занимаются инновациями, IT-отраслью в Якутии, сегодня уже получили возможность, благодаря решениям президента страны, благодаря решениям правительства страны, как раз работать, творить уже здесь, на территории нашего Дальнего Востока, на территории нашей Якутии. Число субсидируемых авиарейсов на Дальнем Востоке увеличили. В дополнительный перечень вошли 42 маршрута. Приоритетное право на субсидии имеют компании, которые используют современные российские самолеты, и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами. По словам министра страны по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, региональным авиаперевозкам уделяется особое внимание. Это то, без чего Дальний Восток не может развиваться экономически, без чего нельзя говорить об улучшении социального самочувствия населения, отметил он. Таким образом, правительством России были выделены средства резервного фонда, и сейчас внесены изменения в правила предоставления субсидий для расширения маршрутной сети, пояснил Александр Козлов. Школы Якутска готовятся реализовать 3 формы организации образовательного процесса. Утверждены режимные требования и рекомендации. Таким образом, предлагают традиционное очное обучение, при котором аудиторные занятия проводятся каждый день по расписанию. Смешанное обучение, когда аудиторные занятия чередуются с дистанционным обучением по отдельному графику, утвержденному школой. И дистанционное обучение, то есть с использованием интернет и кейс-технологий. Также документ позволяет перевести ребенка на семейное образование, а 10 и 11 классы могут выбрать форму самообразования. А уроки в школах Якутии с 1 сентября начнутся в традиционном формате, но при этом учебные заведения сами могут определиться, в какой форме организовывать учебный процесс. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования и науки региона Михаил Сивцев. Образовательные учреждения республики активно готовятся к началу учебного года. Так, на сегодня готовы принять воспитанников более 900 объектов образования. Из них 420 школ, 430 детских садов и около 70 объектов доп. Образования. Отстают от плана готовности в 7 районах и городе Якутске. Также, по словам министра, первый звонок в очной форме прозвучит в половине школ республики. Это касается населенных пунктов, где случаи заболевания коронавирусом не были выявлены. Модели мы разработали как варианты рекомендаций, чтобы ориентировались наши образовательные организации. Образовательная организация, исходя из технических возможностей и ограничений, сама определяет себе модель. Мы говорим, что есть возможность обучения в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий или есть возможность обучения с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
То же самое касается и учреждений дополнительного образования. Продолжает сокращаться площадь лесных пожаров в Якутии. За минувшие сутки она уменьшилась на 122 гектара. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории республики действует более 30 природных возгораний. Борьбу с огнем ведут более 300 человек и 50 единиц техники. Сохраняется сложная обстановка в Мирнинском, Тампонском и Усть-Алданском районах, где бушует 13 очагов. Тем не менее, несмотря на уменьшение площади огня, как в Якутск, так и в некоторые районы республики может вернуться смог. Причиной задымленности становятся удаленные лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона. Дым в населенных пунктах на территории 8 районов, а также столицы Якутии вызван лесными пожарами в Кобяйском, Тампонском и Усть-Алданском районах. Отмечается, что очаги находятся на удаленных и труднодоступных территориях. В связи с этим угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют. Саханефтегазсбыт модернизирует автозаправку в поселке Хандыга. На АЗС номер 24 установлены новые топливораздаточные колонки. 6 новых островов позволяют отпускать все виды автомобильного топлива, включая дизельное. Отметим, что в компании ведут постепенное техническое перевооружение на заправочных станциях. Выполняются работы по благоустройству прилегающих территорий. Изменения касаются и устаревших топливно-распределительных колонок. Старые бензоколонки заменяют на новые, оснащенные терминалами самообслуживания. В Тверской области под Ржевом формируется комплекс, призванный сохранить память о сражениях Великой Отечественной войны. Особое место здесь занимает мемориал Филькина, посвященный памяти воинов из Якутии. На месте побывал и погрузился в историю Максим Кардозу. Это мемориал в деревне Филькино Тверской области, посвященный воинам-якутянам. Здесь в мраморе выбито больше 1000 имен наших земляков, которые сражались и погибли здесь во время Великой Отечественной войны под Ржевом. И этот мемориал постоянно обновляется. Только в этом году появилось больше 500 новых имен. И здесь еще есть место для новых плит, ведь поиски останков солдат, они здесь не прекращаются. Геннадий Корнилов старается приезжать на этот мемориал как можно чаще. Именно под Ржевом были найдены артефакты, принадлежащие его брату, которого считали без вести пропавшим больше 60 лет. Сведения о молодом солдате-якутянине оборвались летом 1942 года, и о его судьбе никто из семьи не знал. И чудом местные поисковики нашли здесь медальон с именем Гавриила Корнилова. Но мой брат почему-то оторвал кусок бумаги от ведомости по раздаче боеприпасов, и на нем аккуратным почерком написал простым карандашом. Он может лежать сотни лет. Простым карандашом написал свою фамилию, имя, отчество, должность и адрес моего отца, нашего с ним отца. Якутск, Большая Марха, улица Набережная, 18. Этот дом до сих пор стоит. Кстати, в Тверской области появился еще один памятный знак, посвященный воинам-якутянам, на холме Березуйский. В этом месте во время боев в 1942-1943 годах несла большие потери 326-я стрелковая дивизия. Среди погибших 117 наших земляков. И эксперты считают, что очень важно появление таких памятных знаков именно в местах сражений. Когда встречаешься с людьми, у них есть потребность, где это произошло. Да, все приезжают сюда, либо в Зубцов, либо сюда приезжают, да, но у них всегда возникает вопрос, где это произошло. И поэтому вот тогда и родилась идея на месте боевых действий конкретно поставить такой знак для всех. Там не важно, якутяне, казахи, не важно, там все они были рядом. В том, что список воинов-якутян, которые здесь погибли, будет пополняться, сомнений нет. Этому поможет и заработавший под Ржевом лагерь поисковиков имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Он появился по инициативе республики и строится на средства меценатов. Здесь будут проводить специальные курсы «Найди якутского солдата». Планируется работа не только в поле, но и в архивах. Это поможет увековечить имена тех воинов, которые покоятся в местных братских могилах. Максим Кардозу, Джур Березкин, Тверская область. Жители столицы региона возобновили спортивные тренировки. Фитнес-центры спустя 5 месяцев открыли свои двери. Все ли тренажерные залы выдержали испытания длительным простоем и насколько соблюдаются меры предосторожности, знает Юлия Великодная. Фраза «победит сильнейший» оказалась актуальна не только для спортсменов, но и для заведений фитнеса. Устоять на плаву удалось не всем. Акулы бизнеса остались в деле благодаря широкой клиентской базе и уступкам арендодателей. У нас, наверное, самая большая по численности тренерская команда, рецепция вместе с уборкой. Конечно, это до 30 человек. При подсчете запасов на 5-дневные это, конечно, необходимо не меньше 500 масок в запасе иметь.
Соблюдение этих и других правил проверили сотрудники Министерства предпринимательства республики. Светило везде стоит. Да, у нас как раз в 15:30 будет проветривание. Помимо индивидуальных средств защиты, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать расстояние между тренажерами не менее 1,5 метров. В тренажерных залах передвигать массивные конструкции не пришлось. Для удобства они изначально установлены на таком расстоянии. У нас были объезды, осмотры и мониторинги фитнес-залов. Помимо нас также могут проверять и Роспотребнадзор. Но, допустим, инициаторами проверки, как инициаторами, проверки у нас в целом проводятся по жалобам и обращениям граждан, также организаций. Многие фитнес-центры заморозили абонементы до конца года для сохранения клиентов, но на групповых занятиях число посетителей пришлось сократить. За время пандемии тех, кто решил отказаться от тренировок, меньшинство. Особенно я занимался на улице, там дома чуть-чуть. Но это было все не то, конечно. В зале намного раз лучше. А вот был ли страх прийти, из-за коронавируса сюда? Здесь же все равно здоровые же люди ходят. Те, которые, например, следят за собой. При продлении ограничительных мер такие проверки со стороны Роспотребнадзора и подведомственных министерств продолжатся. Юлия Великодная, Григорий Охлопков, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и до свидания.